селе Тухлых Богатовка под Судаком провели первый в этом году ифтар. Коллективное разговение объединило около 150 человек. Постящиеся приступили к вечернему приему пищи после эзана, молитвы и намаза. Организатором и спонсором ифтара выступил выходец из села Тухлых Энвер Решетов. Не үшін Тухлықта, чүнки бұл Доғма дедемін койы 1944 сенесі бұл койден сұрғын етілген еді Самарканд облысыне, Катакурган шайырне. Ве біле чоқтан ниетім var еді бірде-бір bu yıldaki Ramazan ayının bir gününde bunda iftar geçirmeye. Bizde Kırım'da çok iş adamlar var. Onların da benimki gibi böyle ecdatların köyleri var. Mesela bunda biz Tokluk'tan doğma, Kutlak'tan var ya da başka köylerden var. Onlar da öyle koşulsa bile iftarlar çareğe göre geçirseler yaxşı olur еді мен білдесем. Энвер Решетов также передал в дар мечети села Тухлых большое издание Корана и резную деревянную подставку для священной книги мусульман. Bağışlayayım size Nazima'ga. Okursunuz, okutursunuz. Allah da okusun, harflar da okusun. Ифтар состоялся в старинной мечети села Тухлых. Она была построена еще в XVIII веке, но в 1983 году мусульманский храм разрушили практически до основания и закопали землей. Вернувшиеся из мест депортации выходцы из села Тухлых начали восстанавливать мечеть своими силами. Был восстановлен каждый камешек мечети. Во время раскопок также были найдены плиты с надписями на староарабском языке. Их установили там, где они находились в старину. И в 2013 году эта уникальная мечеть вновь распахнула свои двери для верующих. Она была вот такая вот, как гора идет, так и шла. Ее потом выкопали мы. С джематом выкопали, она у нас стояла. Потом мы своими силами начали ее строить. Ну, сложности, знаете, в начале были, когда, знаете, Аллах yoluna bir yapacak olsan, сложностей не бывает, все легко получается. А потом, когда главный спонсор нашелся, мы быстро его за 7 месяцев построили. Камни все отсюда. Что могли, мы камни здесь выкопали, все сюда, короче, вот, вложили. Главным блюдом ифтара стал плов. Нусрет Исмаилов – учитель на пенсии, но кулинария всегда была его любимым делом. Ну, я думаю, это блюдо даже ребенок узнает. Это наш любимый плов. Ну, рецепты, естественно, мы называем всегда их узбекскими, хотя уже давно сами готовим. И уже даже внесли какие-то свои нотки. Это плов из, я скажу, сколько продуктов здесь. 20 килограммов мяса, говядины хорошей, столько же риса, столько же моркови. Ну и там масло, приправы. Это рассчитываем на человек 150. Помимо плова в меню входили различные закуски, овощные салаты, фруктовые нарезки и сладости, приготовленные местными жительницами. Готовились к ифтару всем Тухлыхам. Были все дружные, все друг другу помогали. Было интересно даже. Салаты разносили. Это время, когда можно очиститься, это время, когда все читают дуа. Это очень важное время для всех мусульман. У нас в селе сейчас проводится ифтар, это первый ифтар. Мы стараемся как можно больше провести ифтаров у нас в селе. Geldik biz. Bundan pek mutluyuz. Allah dünyamıza tinçlik, sağlık versin. Önümüzdeki hayırlı yıllarda gene de bile oruçlar tutup iftarlar etmesi milletimize, bütün Müslüman halkına kısmet etsin. Мне нравится, потому что тут мои близкие, друзья и родственники. Я, по примеру Анашки, держу ораза. Cümlesine orazalar hayırlı olsun. Sağ selamet bu orazaları tutup bayramlara yetişmeye bize kısmet etsin.
мне 10 лет, и я буду уразу держать, когда я вырасту. Коллективные ифтары – это не только неотъемлемая часть священного месяца Рамазан, но и прекрасная традиция, которая сплачивает народ. Жители села Тохлых планируют и дальше проводить такие ифтары в своем селе.